Итак, здравствуйте, дорогие подписчики. Владислав Дмитриевич сегодня к нам присоединился к рыбалке после продолжительного отсутствия. Вот. Привет. Просто без рыбалки не можем же. Но сейчас ездил вот за ним. Приехали. Ну, снимать некогда было дорогу. Может, на обратном пути поснимаем, не знаю. Как получится. Да, как получится, загадывать не будем. Ну, сегодня у нас рыбалка. Сейчас постараемся поймать сишков. Тут есть сишки, точно. Знаю. Время 10 часов. Я приехал в 10. Дмитрий говорит, здесь должна быть, сик должен быть, потому что с опозданием, говорит, вышли, спустились с верховьев, рыба. О, что-то, говорит, это, кто-то, говорит, клевает у него уже там. Ага, есть, о, у меня была тоже поклевка только что. Так, у него и была поклевка. Резко так дернул, вот. Идет. Во! Ой, не маленький. Нормальный такой размер. Забираем. О! Каранланд. Карахана. Ух ты. Махоплавные ходили. В окошко. Туда скинем пока. Ага. Опять зашел окушок. Совсем какие-то вялые. Не, сик. Точно. Ну, глухозимье у нас, поэтому рыба вся вялая. Ага. Есть маленький окушочек. Карнада, да? Не так она. Не так она. Отпускаем, мелких отпускаем. Ладно. Уже карнада хохта, что трох балык больше. Это надо. Барки. Дорогие друзья, когда долго передвигаешься пешком, то сам по себе знаю, что ноги постоянно устают. И недавно у меня вот появились вот такие вот стельки ортопедические, каркасные, швейцарской фирмы Be-Well. И хочу сегодня про них вам быстренько рассказать и показать. Ну, произведены как стельки, я уже, как уже сказал, в Швейцарии под надсмотром вот этой вот фирмы Be-Well. Значит, это то, что эти стельки безопасные, полезные для здоровья и снимают усталость ног, используются даже при лечении плоскостопия. Они легко помещаются в любую обувь, отлично подходят как для зимней, так и для демисезонной обуви. Полностью, ну, у них они разгружают вашу пятку, хорошая у них терморегуляция, защита есть от пыли, влаги, имеют хороший вот этот мягкий амортизатор, уменьшающий давление на стопу. Я их уже ношу, сам эти стельки, они мне очень нравятся, потому что нога прям, знаете, так отдыхает, когда в них лежит, потому что они поддерживают поперечные и продольные своды стоп, вот здесь вот в формах в этих, разгружают пальцы стопы и правят их, ну, ставят их в правильное положение, а также амортизируют и уменьшают давление на пятку. Ну и снижают боль и усталость ног. Кроме этого еще огромная куча плюсов, то есть улучшают биодинамику, там у них написано шага, дают ощущение комфорта при ходьбе, но это я уже точно говорю 100%, и уменьшают усталость ног. Но я сам ежедневно ношу эти стельки со своей зимней обувью.
И они действительно очень хорошо разгружают ваши ноги. Благодаря, вот, мне кажется, вот этим вот подушечкам, встроенными из пененного полимера. Ссылка на стельки будет в описании. И советую брать, просто мой совет, сразу две, потому что у человека бывает несколько пар обуви, чтобы чередовать их, ну, как бы в каждой паре было по одной. Но если бы они могут износиться, если вы часто ходите, допустим, как вот в моем случае, вот немножко шероховатости уже начали появляться. Ну все, такой вот полезный товар, так скажем. Маленький, но приятный. Щучка подошла. Ну, кушаем, сидим. Дмитрий бокоплав пытается взять. Вот это бомбраха, не надо, блядь. Ну, маленькая такая, да? Чуть больше бокоплава, да? Вот килограмм барыл. Битер, как Это вообще точно. маленькая живой. Хватает. Бокоплав вот такой, да? А щучка вот такая где-то. А? Там навар вылазил. Щучка вот такая. Вот такая щучка. Дмитрича. Ну возьми ее поймай. Иди, щука, Нет. там Я как-то сюда приезжал, знаешь, кого привез? Руководителя, замруководителя департамента лесного хозяйства. Я сюда привез его. Думал, здесь нормально будет. Тут такие щучки клевают и клевают, короче. Весь день маленькие ловились. Было весело. Щучка подошла. Щучка маленькая. Маленькая щучка подошла. Только что сидели, разговаривали. Что-то рыбы нету. Да? Как сразу щука подошла. Так. Щука бокоплавов не хочет есть. Пошли к Дмитричу, посмотрим, что он там поймал. Что, есть его? Лов есть? Хочет, но не может, говорит кто-то. Кто-то хочет, но не может. Пошел за мормышкой. Ну давай, давай. А мы пойдем, там я пробурился. 2 лунки Дмитричу пробурил. 2 себе. Пойдемте попробуем поймать. Есть. О, щупак. Ну вот таких здесь полно. Один щупак есть. Подожди, дорогой. Передай привет дедушке. Ловись, рыбка большая и маленькая. Щупак застрял во льду. Вот вчера хотел дрова поколоть. Вот топор вот этот.
сломался. Сейчас я вам покажу. Этот топор у меня тут был. Он вообще сломался. Умудрился сломаться. Такой вот топор был. УЦМ написано. Уцененный. Видимо. Ну, топор сам хороший, правда. Черенки не очень делает. Посмотрите, здесь вот в черенке в этом. Изначально правильно все началось делаться. Вот пропил такой вот есть. Вот. Видите, да? И в него вбили зачем-то, я не понимаю, вот этот железный клин. Расклинили его так вот. Еще на клине какие-то зубчики вот сделали. Ну, видимо, предполагалось, что это все будет вот так вот круто держаться и больше никогда не вылетит. Короче, это все неправда. Все это вылетело и все это сломалось тут же. Сейчас мы изготовим настоящий клин из настоящего дерева, северной лиственницы. И этот клин будет держаться долго и долго и долго и долго. Может быть, даже топорище сломается, клин останется. Потому что это не простая лиственница, а северная лиственница. Она на севере растет. У нее годичные кольца, они очень плотные. Вот. Видите, да? Сейчас я по длине вот этого расклина выстругаю чоп и забьем его. Ну, я чопик длиннее сделаю, потому что мы его забьем, а потом я его срежу. Обычно так делают всегда. Ну и надо вот по ширине посмотреть, чтобы не промахнуться. Ширина тоже нормальная. Пойдет. Дмитрич, поймал что-нибудь? Балык тут тунда. Ничего не поймал, говорит. Упорный мужик. Будет сидеть, пока не поймает. Ну пусть сидит. Так, сейчас мы его вот выпрямим вот так. Более-менее края. И начнем уже вот здесь вот на сужение идти в этом месте. Желательно равномерное сужение, не как они там сделали. У них прям в этот. Чего? Пойдем. Дмитрий что-то орет там, и смотрю, он там фига тащит просто здорового. Здоровущего вытащил просто. Ну похвастайся, где? На что поймал? На Андрея Марера поймал. На... Маленький который. На этот бокоплав? Ага. Ты смотри-ка, Андрей Маровский бокоплав сработал. Зачет. Ну, я говорю же, ну, в хорошем месте сидит, однако. В хорошем месте ты сидишь, однако. Точно в хорошем месте сидит. В очень хорошем месте сидит, смотри-ка. Ну, отлично, что. Рыба любит рыбаков. Тех, кто ищет. Ты смотри-ка, а. Хороший такой, но сик. Вот такой вот здоровый.
Вот так сделаем, еще больше будет. Вот. Пойдем чай попьем. Ну, надо будет палатку сюда перетащить, значит, попозже. Вечером. Ну, я сюда вечером, может, перетащусь. Дмитрича увезу. Делать нечего будет. Сюда, наверное, перетащить, если палатку нормально же будет, да? А? Ari hyrükte turar bu tüm uğrun. Hürüktähten ne? O. O da hyrükte kira hir bu. Да. Ну все, сейчас идет палатку греться. Поймал сишка, довольный. Сразу чемпионом стал с этого дня. Чемпион был Ванюшка. Надо быть чемпионом. Один раз за зиму, говорит, ничего себе. Уже сколько поймали-то. Это я тут. Все поймать не могу. Бог любви могу нового столару. Дмитричу повезло. Что, сразу взял, да, или? Ничего себе, говорит, как только бокоплава, говорит, опустил, сразу, говорит. Моментальная, говорит, сразу поклевка. Прям моментально, да? В общем, ждал, говорит, маровскую. Этот бокоплав ждал. А до этого чем сидел, мормышкой? Короче, мормышки пробовал, блесну пробовал, все пробовал. Ничего, говорит, не работает. Только вот маровская, говорит, работает и все. Андрея Марор, говорит, работает и все. Больше ничего не работает. Который раз уже, да, у тебя, Дмитрий? Все время как одна наживка все время работает. Приманка. Хороший, значит, он бокоплав сделал. Раз работает. И главное, что хорошо, там хвостика нет уже, да, ничего не отламывается. Пластикового нету, ничего. Отличная штука. Для нас как раз подойдет. У нас же морозы тут. Все ломается. А эта штука нормальная. Так. Дмитрич еще одно, говорит, вытащу сейчас. Уже план Барбаросса строить. Одного там возьму, говорит, другого сейчас так возьму. Хе-хе-хе. Тимир Кипро. Тимир Кипро. Памбай.
теперь это больше похоже на топор. О, вот теперь вообще даже не шатается. Вот это я взял, он такой, знаете, шатался. Ну что, пойдем посмотрим, что там Дмитрий сидит. А? Маленькую щучку, говорит, поймал, отпустил. Поймал, отпустил, сделал. Сига, да? Так, решено двигать палатку. Опять начинаем движение. Тащили палатку вот с этого места он туда. А здесь я сидел всю ночь. Вот смотрите, он уже мягкое стал. Что-нибудь возьмем, давайте. Пойдем. Сейчас посмотрим, как в палатке стало. Наверное, снега полная палатка. Полы оторвало. Там вся поотрывало. Ну, в целом. А если не считать этого оторванного угла, в целом нормально все.
Сейчас надо вещи перевести. Все оттуда сюда перевезем. بعد شو ممكن يجي كده يرجع ترجع ممكن كده يجي كده أنا خلاص أول خليه Улахана бәт еке. Типті бұл улахана бәт. Мұн дверек қытып ғандық. Сик подошел. Увидел на эту раненую рыбку. Иди нахуй что-то. Иди нахуй где-то. Тугун үләбети. Монтыгы тоқ түгерем детче. Biz мотылыты дейбітті. Чё за юмор? Ой, хайва. Это что? Хороший сик плавает, а? Вообще хороший сик. Хороший сижара. Вообще хороший сик плавает. Знаете, агары келеп түйетті әбедін келебері қоңмен сейділер. О, чебак келі. Даже чебачок, по-моему, подплыл. Серьезно, слушай. Хорошее соревнование начинается. Кто возьмет сига? Дмитрич Илья. Делайте ставки. На Дмитрича поставят большинство, наверное. И будут правы. Сейчас возьмет, наверное. Хорошо было бы взять. Калинары не хотят. Пувачку устроили. Учёс-то? Что видно, то он тулаха. Ёлки зеленый, все, вся рыба его. Вся рыба Дмитрича. Щука подошла, ёлка зеленый. Bu karen turar bu tumsa. Мармушка у кaren turar. Сейчас я мармушку хочет мою съесть, щука. Щучонок. Не щука, а щучонок. Маленький. Сейчас я ему на голову стика опущу. Ну, какие критертары. Он умеет. Два там. Две щуки.
Ля. Маленький щучку. Так, Дмитрий, сейчас его очередь опускать. Я поднимаю. Допустим, вот такую резинку. Такую вот. Видишь, там что опускает, я не знаю. Эй, щука, щука. Щука. Вот. Смотри, какая резинка. Хоп. Хоп. Щука. Рыба гордая попадали. Наверное, делом какими. Все. Щуки не хотят. Видимо, почему? Пардон. Большая щука, ребята. Я не знаю, там. Большая щука. А, далеко. Давай этот кидаем большую блесну. Где большая блесна? Вот. Это большая щука, ребята. Ну, очень большая. Большая щука вышла на охоту. Большая и толстая. Главное, что толстая. Вообще пузо такое.
Она волочится у нее по земле. Итак, дорогие друзья, Все, домой. все, Дмитрич сказал, поехали домой. Мне надо его тогда увезти сейчас, и мне предстоит еще переезд на другое место. В общем, сегодня вот такая вот была рыбалка. Мы поймали, Рыба есть, но не берет, не хочет. да, по одной рыбке поймали, остальное отпустили. На будущее. Я кусочка взял. Сегодня глаз возьму у него, или кишки вечером. Ну, так надо. Потому что я переезжать буду сегодня в другое место опять. Приключения продолжаются. Дмитрич сказал, завтра идет на прием к врачу. В пятницу встретимся, да? В пятницу он сюда придет. Ну, привезу я его, только туда уже на новое место. И уже скажет окончательно, наверное, да, когда поедешь, чего там в город. Ну, одна неделя. Ясно, ясно. На следующий день. Халдынцы. Халлы надо. Блин, тугунан барык. Сыр готов. Колума. Вот так на той неделе будет известно, когда ехать, что делать. В город ехать хочет, но надо, то есть ему операцию делать будет. Полтуши резать будут. Что делать? Полтуши резать. Ой, полтуши резать будут. Страшно представить. Раны такие, сложные операции. Обязательно надо делать. Да. Если ты а то операция на каждый день. Вот хаяна операция не. Сердце сказали, это сигареты не бросай, сказали. Надо все на халыли. Ритм орехали. Иначе сердце, говорит, ритм поменяется. Но со временем бросишь все равно, сказали, да? Потом. Табак хотят рыбки. Что дозан, тяттын да болны. Били. Пытя, дядда уже. Фух, тя. Ох, я не верю. Мастар выехал, хутору на врыхтах. Ну все, ребята, повез я его домой сейчас.